Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и вашего любимого человека. Тема будет такой: кто из вас должен сделать первый шаг к вашим отношениям, к вашему совместному счастью? Если тема интересна, актуальна, пожалуйста, загадайте на себя и на своего любимого. И давайте посмотрим. Я думаю, все уже готовы. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая-то непростая ситуация сейчас между вами. Вы как будто бы в какой-то тупик зашли. И для вас тупик, и для вашего мужчины тупик. И непонятно, как из этого всего выбираться. Так, на ваш взгляд, вы ждете от него, да, он же мужик, это же он должен предлагать какую-то конкретику вносить, какие-то конкретные шаги делать, да? А он наоборот, как будто бы даже избегает прямых разговоров на тему будущего. Либо, знаете, как на все согласен, просто кивает головой. Вот что не скажешь, он кивает головой. У вас даже какая-то усталость чувствуется от его такого отношения. Вам кажется, что он очень пренебрежительный в отношении вас. Раздражение ваше вижу. Раздражение, а кто-то даже из девочек прям агрессировать начинает в сторону мужчин. Но правда, достал, почему так себя ведешь? Так, девчоночки, с его стороны. Он вас любит здесь, сами видите, да, сердце вышло, он вас любит однозначно. Он на вас, именно конкретно на вас остановил свой выбор. Именно такую женщину, как вы, он очень долго искал. Он, кстати, очень разборчивый в связях. Вы не думаете, что у вас там все случайно, с бухты-барахты. Нет. Он очень долго к вам присматривался. Он очень долго решался подойти, не подойти. Подходит она мне, не подходит. Господи, тут, как барышня, понимаете, там бессонные ночи. За и против, плюсы и минусы. Тут какие-то коллегиумы были, да, с кем-то он там тщательно советовался, обошел там всех друзей, знакомых, у всех все спросил, расспросил. А девочки, он даже обращался к тем, кто сейчас находится в браке, и спрашивал: а как оно? Как оно жить в браке? К чему я должен быть готов? Да, как это все будет? Значит, он совершил недопустимую ошибку. Вот этот сбор информации, он не только не помог ему, он его растревожил и даже напугал. Ему тут такого наговорили, на голову не оденешь, что женщины, они и такие требовательные, и деньги ей давай, и там посуду ей мой, и она прям капризная, и пятое, и десятое, просто монстры в юбках. Представляете, вот такого ему наговорили. Понятное дело, он испугался. Хоть он и мужик, но он и испугался, девочки. И вот это его поведение, это результат, его страха. Его страха. Решение принял, но боится его озвучить. Плюс еще вы такая недовольная в его сторону. Еще страшнее стало. У него ж, знаете, глаз дергается от всей этой ситуации. Он понимает, что да, от меня ждут, мне нужно делать, но я боюсь, что же я буду делать, если все так плохо будет. Ой, просто комедия. Трагическая комедия. Так. Я вижу вас вместе, вот бесспорно, я вижу вас вместе, вы пара таких вот очень интересных, смешных людей. Вы простите, пожалуйста, меня за такое высказывание, но правда, вы как маленькие дети, вот любите друг друга, к друг другу тянетесь, но при этом каждый вот в своей шкарлупочке сидит, какие-то планы выстраивает, какие-то домыслы имеет, но
ваши планы и домыслы не имеют никакого отношения к реальности. Реальность очень простая. Девочки, кто помоложе, все решится, когда вы забеременеете. Вот как только вы забеременеете, вот есть такая вероятность, прям в ближайшее время забеременеть, да, совершенно случайно, как говорится. И все само собой решится. Вот это счастье от того, что будет ребеночек, от того, что вы не одна, понимаете, вот прям сразу с первых дней вы будете ощущать, что у вас происходят прекрасные изменения, что вы станете мамочкой. Вот. И вам вообще будет все равно, что он там думает, что он будет делать. Вот. Смотрите, как интересно, ведь он тоже почувствует, что он станет папой. Вот. Он поменяется. Ой, как он поменяется. Девчоночки, вы его не узнаете. Какой он станет решительный, какой он станет заботливый. Прям, знаете, вот хочется сказать, добытчик. Тут и квартиру найдет, и снимет, и там что надо купит, да, будет себя очень красиво и активно проявлять. С него получится очень любящий, но всепозволяющий папочка. То есть ваш ребенок совместный, он не будет знать слова «нет». Можно будет все. Вот все, что хочешь, все, что скажешь, все тебе можно. Папа для тебя сделает все, и даже больше. Прекрасно. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, придется вам ребенка воспитывать. Знаете, вот плохой и хороший полицейский. Вы меня простите, но действительно я вижу просто картиночки из вашего будущего. Это действительно очень забавно все выглядит. Хорошая семья, веселая семья у вас будет. Так, для тех, кто у меня постарше, здесь немножечко другая схема идет. Кто у меня постарше, у кого были предыдущие браки, девочки, у вас какой-то мужчина активизируется. Может быть, ваш бывший мужчина, может быть, какой-то поклонник у вас рисуется на горизонте. И вот этот поклонник, он станет и раздражителем, и триггером, и спусковым крючком. Ой, какие события интересные. Знаете, они будут драться за вас, выяснять отношения, будут тут друг друга за грудки тягать, да, такими вот нехорошими словами крыть. Вы себя почувствуете прекрасной леди на поединке за вашу руку, за ваше сердце. Да? Вы просто будете наблюдать. Попервой вам, конечно, захочется их растянуть, но потом вы скажете, да ладно, пусть мальчики развлекаются, а я понаблюдаю. Слушайте, столько удовольствий, визуальных удовольствий вы получите, но давно такого в вашей жизни не было. Вот сразу два мужчины, новый и, как говорится, бывший. Вот за вас тут подерутся, и, как говорится, сильнейший получит все и сразу. Но я так понимаю, что именно тот, на кого вы загадали, вот, он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы вы были вместе. Это его и шаги, и прыжки с препятствиями, что он только не будет делать, но он активизируется очень конкретно. Так, а для тех, кто у меня на расстоянии. Вот есть такие девочки, кто имеет отношения на расстоянии. Может быть, в интернете, а может быть, так случилось, что вы по разные стороны баррикад. Но не баррикад, конечно. Ну, мужчина, например, в одной стороне, вы в другой стороне. Либо вы вроде как вместе, но он вынужден куда-то уезжать, либо вы вынуждены уезжать. Да? То есть между вами тут километры читаются. Вот. У кого такая ситуация? Опять же таки, смотрите, моя хорошая, вы будете очень сильно скучать по нему. Ну, вот я вижу, вам его не хватает. Хоть и злитесь на него иногда, но вам его не хватает. Я вижу, что и он очень сильно будет скучать, очень сильно. Какое-то время его ждет, время, хочется сказать, голодное. Может быть, некому будет за ним ухаживать, может быть, что-то с ним приключится не очень хорошее. Вот прям как мужчина все на себе ощутит. Вот как плохо быть одному, как плохо, когда нет любящих, заботливых рук рядом, да, доброго, хорошего человека, кто тебя любит, кто готов помочь, да, вот он это все ощутит. И плюс вы еще скучаете. Я вижу, что вы какое-то волшебное слово ему говорите. Вот одно слово, ваше слово, решит все. То есть, по идее, первый шаг ваш, потому что вы говорите это слово, а мужчина уже хватается за это слово и вас не отпускает. Все. У вас все получилось, вы вместе.
Да, интересная отсыпка у нас вышла, но в любом случае она с счастливым концом. То есть это happy end, это счастливая love story. Да, вы будете вместе, вы будете очень хорошей парой. И, ну, правда, у вас очень много каких-то интересных моментов, очень смешных моментов, когда вы самокритично друг к другу относитесь, да, и друг к другу, и по отношению каждый сам к себе. И будет над чем посмеяться, будет что обсудить, и будет что вспомнить. Вот, интересные отношения. Девчоночки, все будет. Все будет. Поверьте, тут уже судьба все предрешила за вас. В принципе, уже не важно, кто там первый шаг, кто второй. Это уже не важно. Вам быть вместе. И вам это по судьбе. Поэтому наберитесь терпения, все сложится хорошо. Вы семья. Вот в тонком плане вас уже рисуют семьей. Семьей счастливой, доброй, очень веселой и заботливой семьей. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.